человеку. Если мы лошадь поставим на дыбы и посмотрим ее скелет, то можно найти полное соответствие между скелетами, частями нашего скелета и скелетами лошади. Изначально лошадь была маленькая, вот как собачка современная небольшая. Постепенно выросла вот в такую лошадь Пржевальского. А вот стопа, вот мы с вами стоим, это наша нога. Вот наша пятка. Мы стоим прочно, наши руки заняты другими. Мы помахать любим, да, что-то такое порассказывать. Вот лев, он же стоит только на пальцах, пятка поднята. Пятка его используется только когда лев садится. Когда сидит, там да, пятка касается. А пятка лошади вон где находится, и она никогда не касается земли. Вот это палец. Вот из 5 пальцев наших, да, у кошачьих 4, у лошади остался 1 палец. Если мы возьмем палец и постучим, то это и есть ток от копыт. Копыта — это ноготь наш, который превратился в ходе эволюции. И когда балерина встает на пальцы, она действительно стоит на пальцах, да, то она не белым лебедем хочет стать, а лошадью. Как это не обидно даже для нее звучит. Вот посмотрим на лапы нашего предка, крокодила. Огромные, толстые. Это не жир, это мышцы. А почему такие мышцы? А как вот всякий раз, когда надо двигаться, нужно вначале отжаться, подняться, а потом поползти. Это обалденная энергия. Упал, отжался. Он все время лежит. Вот динозавры, которые появились уже после крокодилов, они эту проблему решили. Они ноги подставили под туловище, и все. Они все время на них стоят. Им не надо каждый раз подниматься, чтобы сделать шаг вперед. Соответственно, изменился скелет. Вот сейчас зацвели каштаны. Вот у нас в Ижевске появились каштаны, зацвели. Красивое растение, обалденное, но это отдельная песня. Осенью плоды каштанов откроются, и там вот такой плод темно-коричневый, гладкий, красивый. У лошади тоже есть каштаны на ногах. Вот такие стрелками обозначенные роговые образования, которые называются конский каштан. Они не похожи на каштаны дерева, но это ороговевшая поверхность рудиментов подушечек пальцев, которые исчезли. Вот если мы посмотрим на наши конечности снизу, вот смотрите, у нас пяточка кругленькая, симпатичная, плотненькая, мы на ней стоим. Да? Вот у собаки эта пятка вообще не рабочая и не видно. У лошади пятка, вон она там вылезла. А вот это, да, вот эти образования, это и есть следы тех мякишей, пальцев, которые были, но которые исчезли. Это память о прошлом. Это как бы отсылает к эволюционным особенностям лошади. А вот для учебных целей лошадь можно раскрасить, чтобы видеть внутреннее состояние и изучать в движении, как она движется. Синим цветом, голубым, это позвоночный столб и ребра, это то, что осевая составляющая скелета. Розовым это передний пояс конечностей и задний пояс конечностей. Так вот, у лошади колено — это вот эта часть, а локоть — это вот эта часть. То есть они практически поджаты к туловищу, мы их и не видим. А теперь давайте посмотрим на свой скелет. Это наша грудная клетка с вами. Лопатки, а вот там ключицы. Вот положите себе на начало шеи грудь. Ощутите 2 горизонтальные косточки. Это ключицы. Называются ключицы, потому что они такую винтообразную форму